Подписание Владимиром Путиным указа о бессрочном размещении в Сирии российской авиации стало скорее кульминацией всех тех событий, которые происходили вокруг Сирии. Город Алеппо не слетал с уст международных переговорщиков по урегулированию сирийского конфликта. Страны Запада, прежде всего Британия и Франция, обвиняют Россию в бомбардировках Алеппо и требуют в срочном порядке прекратить удары, в результате которых страдает прежде всего гражданское население. Россия эти обвинения отрицает. Генерал-лейтенант Генштаба России Сергей Рудской заявил, что Россия бомбит только военные объекты. Хочу подчеркнуть, что российская авиация наносит точечные одиночные удары по заранее выверенным целям вне города Алеппо и вне зон жилой застройки. Мы не бьем по свадьбам и похоронным процессиям. Каждый удар фиксируется бортовыми средствами объективного контроля и беспилотными летательными аппаратами. Все сведения об объектах ИГИЛ, Джабгат ан-Нусры и примкнувших к ним террористических отрядов проходят поэтапную проверку. Из списка исключаются все цели, расположенные в зонах жилой застройки, а также находящиеся в непосредственной близости от школ, больниц, рынков, мечетей и других социально важных объектов, где может находиться мирное население. Однако, как сообщает независимая сирийская мониторинговая группа, сирийская и российская военная авиации бомбят по гражданским объектам, прежде всего по больницам. Я связалась с руководителем группы врачей, работающих в Алеппо, доктором Махмудом Мустафой, который рассказал, как в единственную педиатрическую клинику на востоке города 3 раза попадали бомбы. Последние 2 месяца 3 раза нашу больницу бомбили. Это детская больница. Нету в этом больнице ни солдатов, только больные дети и мирные жители. Понимаете, сейчас люди боятся идти в больницу, потому что больницы всегда первое мишень режима. Сейчас она под землей. Стараемся, конечно, как сможем сохранить жизнь этих детей. Город вообще окружен, блокирован. Нет вообще возможности раненых освободить из города. Люди ждут, когда они умрут, можно так сказать. Сейчас на блокированной территории почти работает 30 врачей, не больше. Обслуживают где-то 300 тысяч мирных жителей. 20% от мирных жителей – это дети до 5 лет. 3 дня назад у нас погиб новорожденный, нуждается детскому хирургу, а в этой территории нет никакого детского хирурга. Ему надо было эвакуировать, а такого возможности нет. Ребенок погиб после 2 дня от рождения. Как я сказал, у нас может есть лекарства и медикаменты могут хватать на 2 месяца, на 3 максимум. Но после этого что будет, не знаю. Да, я считаю, что это намеренно. Режимские войска, они намеренно бомбят эти больницы, потому что они не хотят, чтобы вообще в этой территории были мирные жители. Они хотят напугать людей. Они не различают между мирных и других. Они бомбят всех. Это любительское видео было распространено в соцсетях. Это район Забдия в восточном Алеппо, по которому в среду было нанесено несколько авиаударов. По данным сирийской мониторинговой группы, только здесь в тот день погибло 25 человек. 3 сильных бомбовых удара, бог ему судья. Одна ракета упала, посмотрите на воронку в 3-4 метра, и все это в жилых районах. Нападение на гражданских лиц ведь недопустимо, правильно? По данным спасателей, за последнюю неделю в Алеппо погибло около 150 человек. Взятие Алеппо является жизненно важным вопросом для президента Асада и его армии. В интервью «Комсомольской правде» Башар аль-Асад сказал: Нам придется продолжить зачистку этого региона и отправить террористов в Турцию, чтобы они вернулись туда, откуда прибыли, либо ликвидировать их. У нас нет другого выбора. Увеличивающееся число жертв среди мирного населения, разрушенные дома и блокада людей в оппозиционных районах вызвало международное возмущение и подтолкнуло США и Россию возобновить диалог об урегулировании войны в Сирии. Предполагается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри начнут разговаривать уже в субботу. В то же время правительство Асада одобрило план ООН по отправке гумконвоя в осажденные правительством районы Сирии. Алеппо из этого списка сирийские власти исключили. Шахид Якуб, «Настоящее время».